2.66. Автомобиль проехал половину пути со скоростью V1 60 км в час. Значит, дано V1 равно 60 км в час. Оставшуюся часть пути он половину времени ехал со скоростью V2 20 км в час. А последний участок со скоростью V3 100 км в час. Найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути. Найдем среднюю скорость. Так, смотрите. Сначала автомобиль проехал половину пути. У нас есть общий путь, есть половина пути. Понятно, да? Да. Значит, допустим, что общий путь у нас 2s. Допустим, что общий путь у нас 2s. Половину пути. Вот этот участок, он проходит со скоростью V1. Понятно? Но, внимание, оставшуюся часть пути, он половину времени. Понятно? Половину времени ехал со скоростью V2, а последний участок со скоростью V3. Оставшуюся часть половину времени проходит со скоростью V2 и конечный участок со скоростью V3. Допустим, что время движения автомобиля на второй половине пути, вот, это 2t. Слушай, ребята. Допустим, что время движения автомобиля на второй половине пути это 2t. И половину этого времени автомобиль проехал со скоростью V2. V2 это у нас 20 км в час. Значит, допустим, что вот этот участок, он проходит со скоростью V2. Вот этот участок со скоростью V2. А конечный участок, вот оставшийся часть пути, он проходит со скоростью V3. Давайте сначала найдем среднюю скорость автомобиля на второй половине пути. И обозначим ее через какой-то V'. Поскольку на второй половине пути общее время мы обозначили 2t, и половину этого времени автомобиль проходит со скоростью V2, а другую половину времени со скоростью V3, тогда можно использовать V равно S1 плюс S2. S1 и S2 это вот эти участки, это пути, которые автомобиль проходит за первую и вторую половину времени на второй половине пути. Понятно, да? И T1, T2, мы сказали, что оба, если общее время обозначим через 2t, тогда половина от этого 2t, это у нас будет t. Но здесь мы должны написать общий t. Поскольку мы сказали, что сперва давайте найдем V', а V' это средняя скорость на второй половине пути. V' это средняя скорость на второй половине пути. Поэтому здесь пишем 2t. S1 это у нас S1 вот этот участок. Давайте вот S1 не пишем, здесь S2 пишем. S2 и S3. S2 это у нас V2 умноженное на T2. T2 у нас T плюс. S3 это V3 умноженное на T3. T3 тоже у нас T. Делить на 2T. Здесь T вынесем за скобкой и сократим. Останется V2 плюс V3 делить на 2. Вот это у нас скорость. Средняя скорость
на второй половине пути. Дальше. Общая средняя скорость. Вот общая средняя скорость, которую мы должны найти, это у нас общий путь. Общий путь мы обозначили через 2s. Да? Делить на общее время. Вот время, за которое автомобиль проходит первую половину пути, это у нас расстояние, длина первой половины пути, это s, делить на скорость на первой половине пути. Это у нас v1. Плюс время, за которое автомобиль проходит вторую половину пути, это длина вот этого пути, s, делить на средняя скорость, которую мы нашли. Средняя скорость, которой автомобиль проходит этот участок. Понятно, да? И мы эту среднюю скорость нашли. Это у нас v' равно 2s делить на... Здесь крест-накрест, s v', общий знаменатель даем. s v' плюс s v1. Здесь у нас получается v1 умноженное на v' равно. Вот это мы что сказали? Переносим вверх. Здесь у нас получается 2s v1 v' делить на s вынесем за скобки. Внизу у нас s и s вынесем за скобки. У нас v' плюс v1 получается. И s сократим. Получаем 2v1 v' делить на v' плюс v1. Вот это у нас общая средняя скорость. А теперь либо мы найдем эту скорость, здесь вот поставляем числовые значения, потом вот здесь поставляем вместо v' ответ, который мы здесь нашли, либо формулу здесь переносим, поставляем вместо v' вот эту формулу, потом упростим выражение, получаем выражение для средней скорости. Давайте для того, чтобы не было сложным, вместо v2 и v3 поставляем числовые значения. v2 это у нас 20, плюс v3 у нас 100, делить на 2. 120, 60 км в час. 60 км в час. Значит, средняя скорость на второй половине пути, это у нас v'. Здесь вместо v' можем написать 60 км в час. Общая средняя скорость, это у нас будет, это у нас 2 умноженное на v1, это 60, умноженное на 60 еще, получается 60 километров в час. 2.67. Автомобиль едет из пункта А в пункт С со скоростью 60 км в час. В пункте С он останавливается на время равное 1/4 времени движения из А в С. В пункте С он останавливается на время равное 1/4 времени движения из А в С. Смотрите, автомобиль движется из пункта А в пункт С. Вот в пункте С он останавливается на время Т1 делить на 4. А Т1 это время движения автомобиля от А, из А в С. Понятно? Т1 это время движения автомобиля из А в С. Это в условии сказано. Движение из А в С и возвращается обратно со скоростью 45 км в час. Вот скорость, которую он проходит из А в С, это V1. А скорость, которой он возвращается, это V2. Дано. V1 равно 60 км в час Вот, давайте время отдыха, время, которое автомобиль останавливается в точке С,
обозначим через какой-то t'. Понятно? И это t' равно t1 делить на 4. Возвращается обратно со скоростью 45 км в час. Возвращается со скоростью v2 равно 45 км в час. Определите среднюю скорость автомобиля на всем пути. Значит, найдем среднюю скорость автомобиля на всем пути. Так. Значит, средняя скорость равно общее расстояние, которое автомобиль проходит. Это у нас расстояние, которое проходит из А в С и обратно. Если расстояние между А и С обозначить через S, если этого обозначить через S, тогда общий путь, который проходит автомобиль, это 2S. Понятно, да? Но внизу у нас есть T1 плюс T2 плюс, давайте так, T1 плюс T' плюс T2. Да? В среднее равно общий путь делить на общее время. Общее время у нас T1 плюс время, которое останавливается, T' плюс T2. Понятно? Дальше продолжаем. 2S делим на T1, это у нас время движения автомобиля из А в С. Это у нас расстояние из А в С делить на скорость, которая тело проходит между точками А и С. Значит, T1 это у нас расстояние делить на скорость. Первая скорость. Плюс T' это, смотрите, T' это, там сказано, что в пункте С он останавливается на время равное 1/4 времени движения из А в С. Если время движения из А в С это S на V1, тогда T' это 1/4 S на V1. Да? Это означает, что S на 4 V1. Понятно? Вот это у нас T', которое в условиях сказано. Плюс T2 это расстояние из C в А. Это тоже S. Делить на скорость из C в А. Это V2. Все? Решаем. Упростим. А? Смотрите, Аков. Смотрите. Здесь у нас есть V1. Здесь есть 4V1. Здесь есть V2. Значит, общий знаменатель у нас будет 4V1, V2. Понятно? Так, значит, здесь 2S. Общий знаменатель мы сказали, что это 4V1, V2. Здесь у нас 4V2. Здесь у нас 4V1. А здесь у нас просто V2. Понятно? Да. Здесь 4V2S. 4V2S плюс V2S плюс 4V1S. Правильно? Здесь 4V1, да? Здесь V2, здесь 4V2. Все. Вот этого переносим вверх. Получается 2S делить на... Здесь S вынесем за скобки. А этого здесь пишем 4V1, V2 делить на S вынесем за скобки. Останется 4V2 плюс мы S вынесли за скобки. V2 плюс 4V1. Понятно? У нас правильно получилось? А? S мы вынесли за скобкой. За скобки. S мы вынесли за скобки, а теперь сократим. Понятно? Здесь останется 2 умноженное на 4, это 8 V1, V2 делить на 4V2 плюс V2, это будет 5
V2 плюс 4V1. Вот это ответ в виде формулы. А теперь поставляем числовые значения. V среднее равно 8 умноженное на V1, это у нас 60, умноженное на V2, это у нас 45, делить на 5V2. 5 умноженное на 45, это будет 250, 225, да? 225 плюс 4V1, это у нас 240, да? 4 умноженное на 60, это 240. 46,45 километров в час. 2.68. Автомобиль проехал расстояние 30 километров со скоростью 10 метров в секунду, затем разгрузился и вернулся в начальный пункт со средней скоростью 20 метров в секунду. Определите время разгрузки, если средняя путевая скорость за всю поездку составила 8 метров в секунду. Значит, смотрите. Автомобиль проехал расстояние 30 километров. 30 километров. Давайте в метрах переводим. И это будет 30 тысяч метров. Со скоростью V1 равно 10 метров в секунду. Затем разгрузился и вернулся в начальный пункт со средней скоростью 20 метров в секунду. V2 у нас 20 метров в секунду. Определите время разгрузки, если средняя путевая скорость за всю поездку составила 8 метров в секунду. Значит, средняя путевая скорость у нас 8 метров в секунду, и это известно. Нам нужно найти время разгрузки. Как в предыдущей задаче, обозначим время разгрузки через Т', да? Т'. И это мы должны найти. Решение. И, допустим, если автомобиль проходит расстояние 330 тысяч метров из А в Б, поскольку расстояние между точками А и Б, расстояние, которое автомобиль проходит туда, известно, и скорость, которая проходит между точками А и Б, тоже известна. Давайте найдем время, за которое автомобиль проходит от А к Б. Давай, Время Аслан. обозначим с Т1. Через Т1, да? Да. Т1 равно. Да. Чтобы найти Т1, надо S разделить на Т. S разделить на На V1. дробь Дробь. S разделить на V1. равно. Ребята, Так как S 30 тысяч километров, мы пишем дробь 30 тысяч километров делим на 10 метров в секунду. там метры. Равно. Сколько будет? 30 тысяч на 10 будет 3000 Равно 3000 секунды. 3000 метров. Мы ищем время, поэтому секунды. Да. А теперь, Найдем Т2. да, Т2 найдем. Т2 мы обозначим как... Т2 тоже найдем таким же образом. Давай. 2 равно Тоже S делить на... разделить на V2. На этот раз V2 Да. равно. Разделить на 20 метров в секунду. Равно. Это будет 1500 секунд, да? Да. 1500 метров. 1500. Мы время найдем. Да. Теперь, поскольку нам известна средняя скорость, От А до Б средняя скорость 8 метров в секунду. это общая средняя скорость. Да, общая и туда, и обратно. Это 8 теперь метров в секунду общая. Пишем выражение для средней скорости.
Чтобы найти Значит, выражение для средней скорости. Средняя скорость равно... средняя скорость равно Смотри, S плюс S. стой. Общий путь, который проходит автомобиль, это у нас сколько? От А до Б и обратно. Да. Это сколько будет? Это будет Если из А к Б 30 тысяч метров, тогда обратно, туда и обратно будет 60 тысяч. Да. метров. Это будет 60 тысяч. 60 тысяч метров делить на Делим так как общее время. общее время 3500 плюс Т'. Т'. Это время разгрузки, которое он остановился. А теперь мы можем вместо В среднее поставить его числовое значение. А? Да. Вместо этого мы можем поставить 8. Потом 8. решать это уравнение относительно Т'. Дальше решает Абдухалим. Давай, бью. Вот из этого уравнения он найдет Т'. На. Вот этот знаменатель переносим к восьмерке, потом умножаем. Берем их в скобку. Дальше. Это равно 60 тысяч просто напиши, все. 50 тысяч. Все просто. 60 тысяч. Потом, для того, чтобы найти Т', Открываем скобки. открываем скобку. 8. Это умножаем. Да, Вот сколько? это. 8 умноженное на 4500. Это будет 32 и еще 36 тысяч. 20. Это 36 тысяч. 36 тысяч. Еще 2 нуля. Еще один, все. А Потом, теперь плюс 8 Т'. молодец. Т'. Это равно 60 тысяч. Да. Потом Да, нужно 8 сначала найти 8 Т'. Это равно. Это у него, это число положительное, когда переносим в другую сторону, становится отрицательным. 60 тысяч минус 36 тысяч. Тысяч. Это, Здесь можно продолжать. значит 8 Я тарaf писну. Ана. 8 Т' равно. Там получится 24, да? 24 тысячи. тысячи. Потом, когда мы нашли 8 Т', сейчас найдем Т'. Т' равно. Здесь точка запятая. Молодец. Т' равно. Это делим на 8. Вот это число 24 тысячи. Делим на 8. Это будет равно. Т' равно. Сколько будет? Это 3000. 3000. Это Т' равно. 3000 секунды. Это сколько минут будет? Это 50 ровно. Да. 50 50 минут. минут. Значит, время разгрузки у нас сколько? 50 минут. 50 минут. Все, молодец, Абдухалим. Садись.